Высокотехнологическая медицинская помощь – это та разновидность помощи, которая оказывается гражданам Российской Федерации согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации бесплатно. Она оказывается пациентам, которые страдают сложными недугами, и лечение их требует значительных затрат. В настоящее время разработаны, согласно последних достижений науки и техники, различные методы лечения, чаще всего это оперативные, но есть и консервативные методы лечения данной категории больных. У нас в республике по профилю травматологии и ортопедии оказывается эта помощь различным пациентам, страдающим артрозами, остеохондрозами, переломами. И у нас в настоящее время уже налажена система. Но имеются небольшие сложности. Вот об этих сложностях я хотел бы рассказать. Почему? Потому что, чтобы их было как можно меньше. Следует отметить, что артрозами страдают во всем мире 7 промилле людей. Что это значит? Это значит, на 7 человек из 1000 болеют артрозами. А по данным Российской Федерации это число немножко ниже, 5 промилле. У нас, к сожалению, в связи с тем, что мы не можем полностью охватить наше население, эта заболеваемость несколько ниже. Первичная заболеваемость артрозами составляет около 5%, несколько ниже, чем по Российской Федерации. И это связано с тем, что наша территория очень далеко находится от центра России и имеет большую территорию с низкой плотностью населения. В связи с этим пациенты к специалистам попадают уже в запущенных случаях. И, как правило, мы, специалисты, уже имеем дело с далеко зашедшей стадией заболевания артроза. Вот я сегодня хотел бы рассказать по артрозам коротко, как оказывается помощь при деформирующих артрозах. Высокотехнологичным методом лечения относится эндопротезирование суставов, то есть замена своего износившегося сустава на искусственный. Суть заболевания, я уже об этом говорил, здесь имеется множество факторов, которые способствуют этому, а у нас в Якутии заболеваемость обусловлена тем, что у нас холодный климат. Холодный климат, как один из факторов риска, способствует развитию данного заболевания. И в настоящее время она увеличивается, но это связано с тем, что увеличивается диагностика данного заболевания. Одним из факторов риска является пониженная инсоляция, то есть снижение солнечной активности, которая имеется у нас в зимний период времени, а зима у нас 6-8 месяцев, поэтому у нас мало витамина D вырабатывается в коже, который улучшает функцию костной ткани, делает ее более прочной совместно с препаратами кальция. И в связи с этим возникают различные деформации конечностей, чаще всего варусная деформация конечностей, то есть ноги становятся О-образные, идет перегрузка внутренних отделов сустава, чаще всего коленных, и у всех наших пожилых людей заболеваемость значительно выше, чем в других регионах. Это заболевание связано и идет параллельно с остеопорозом, а остеопороз – это такое заболевание, когда кость становится мягкая и хрупкая. В результате небольшой травмы может быть перелом. Но перелом может быть не макро, то есть большой перелом, когда ломается кость, а микроперелом, то есть костная балочка постепенно рассасывается там, где ее перегрузка идет. Это как проволоку, когда мы ломаем, она ломается, потому что возникает усталость металла. Точно так же нагрузки, у нас ломаются костные балочки, и если молодой человек имел прямые ножки, то с возрастом эти ноги становятся О-образные, и в результате возникает перегрузка суставов. И как местно стирается хрящ, и возникает артроз. И вот это исследование в настоящем мы проводим, мы хотим выяснить, на каком этапе, где у нас имеются какие-то изменения. Но предварительно мы видим, что у детей, которые в настоящее время все поголовно получают витамин D3, у них, как правило, нарушения оси сейчас не выраженные.
В школьном периоде, когда уже люди перестают следить за своим здоровьем и не получают витамин D3, уже начинаются небольшие изменения. Но ось еще конечности не страдает, потому что идет нарастание пика костной массы. Масса кости становится больше, потому что гормоны роста и другие гормоны стимулируют костеобразование. От 25 до 50 лет человек уже не растет, у него изменяется метаболизм, то есть обмен в костной ткани. И в результате у него процессы образования кости выравниваются с процессами кости-разрушения. Этот процесс идет постоянно. Это называется ремоделирование кости. И этот процесс у нас приводит к тому, что рост человека не меняется. Но, как мы знаем, что в этот период люди, как правило, не принимают витамины D3, а у нас инсталляция небольшая, и поэтому начинают возникать проблемы. До 40 лет остеоартроз встречается в 2% случаев, а от 40 лет до 65 лет у 35% пациентов, а свыше 65 лет процент остеоартроза возникает уже у 60% пациентов, и у некоторых даже более. О чем это говорит? Это говорит о том, что произошло истирание суставной щели, и возник уже остеоартроз. А лечить остеоартроз очень сложно. Если кто-то говорит, что он излечил остеоартроз, тот или шарлатан, или специалист, мало разбирающийся в этой области. Почему? Потому что остеоартроз, если он уже появился, то данное заболевание вряд ли уже назад уйдет. В начальных стадиях, может быть, когда остеоартрит есть, это когда воспаление сустава имеется, но это не совсем остеоартроз. Это немножко другое, поэтому не нужно путать эти два понятия. Остеоартрит – это воспаление сустава, которое может быть различной природы. И он приводит к остеоартрозу. Это как деформация подшипника в машине. Он уже деформировался, как его можно будет отремонтировать? Только заменить. Точно так же и у нас разработаны на основе достижений последней науки и техники новые импланты, которые биосовместимы с организмом человека, а сейчас уже даже биоактивные импланты появились, то есть в них вырастает костная ткань, как своя ткань, и они способствуют тому, что очень прочно удерживают данный имплант. Но имплант – это инородное тело. Нельзя переохлаждаться, нельзя перетруждаться, нельзя повышать массу веса тела, потому что все это ведет на нагрузку ткани, которая фиксирует имплант вместе соединения с костью, и это соединение под этими факторами может дезинтегрировать, то есть нарушиться, и возникает разболтанность протеза. Снова появляется боль и разные такие, в общем-то, состояния. Хотел бы сказать, что у нас в республике Саха-Якутия данный метод лечения внедрен широко с 1994 года, но количество проведенных операций постоянно растет. Значит, в среднем до 2014 года мы проводили по 300, около 400 операций. В 2015-2016 году в связи с тем, что Фонд социального страхования прекратил финансирование эндопротезов, а данный проект не успел внедриться в здравоохранение, произошло по всей России снижение этих операций. Только в этом году у нас в республике планируется провести таких операций 500. И это связано с тем, что наконец-то финансирование у нас имеется. Причем как российское, так и республиканское. А нуждающихся в этом виде помощи у нас большое. В среднем во всем мире, например, сколько проводится операций в Америке? 800 тысяч в год. В России 300 тысяч в год. Потребность 300 тысяч операций. В среднем получается 10 промилле.
Что это такое? Это значит на 1 тысячу 10 человек. У нас 1 миллион в среднем, получается 1 тысяча в год нуждается в этой операции. Почему так происходит? Потому что заболеваемость, она каждый год первичная нарастает. Как я уже сказал, первичная заболеваемость составляет 5-7%. А общая заболеваемость, всех атеросклерозников взять в кучу, собрать, то общая заболеваемость составляет 35 в среднем процентов. То есть у нас в России это получается огромное количество человек, а в Якутии это 3500 человек, которые нуждаются в эндопротезировании. В настоящее время у нас в республике проводится, в общем-то, до 400-500 операций данных пациентов. Причем в прошлом году 200 операций сделали у нас, около 200, а 350 операций сделали за пределами республики. В настоящее время у нас активно берут наших пациентов в Новосибирском институте травматологии и ортопедии, в Центральном институте травматологии и ортопедии в Москве, в Санкт-Петербургском институте травматологии и ортопедии и в Центре травматологии и ортопедии и протезирования в Барнауле. Каждый пациент пишет заявление на имя нашего министра и выбирает то учреждение, где он считает нужным, чтобы его пролечили. У нас данный метод уже тоже внедрен очень широко. Более 3000 операций мы уже произвели. Более 180 провели операции по замене 2 суставов. Около 10 операций 3 сустава. И 1 пациент ходит на 4 суставах. Поэтому данный метод способствует реабилитации наших пациентов. Они становятся активные и, в общем-то, улучшается их качество жизни. Практически здоровые люди. Но следует обязательно беречься и не застужать, не перегружать, не утомляться, потому что это приводит к снижению иммунитета, и если есть очаг какой-то инфекции, может привести к катастрофе, вплоть до удаления протеза и даже до летального исхода. Случаи у нас такие были, поэтому операция сложная, но беречься обязательно нужно.